Премьера документального фильма «Жалобы и шум» о систематических фактах геноцида, совершаемого Китаем против уйгуров, состоялась 5 ноября в столице США Вашингтоне, округ Колумбия. Документальный фильм, на создание которого ушло 5 лет и съемки которого проходили в 7 странах, знакомит зрителей с попыткой Джефхара Ильхама, главного героя, спасти своего отца Ильхама Тохти, уйгурского экономиста и ученого, из китайской тюрьмы, а также о выезде за границу большого числа уйгуров, спасающихся бегством от политики систематического геноцида со стороны Китая. Кроме того, уйгурские турки, которые также являются героями фильма, рассказывают о трагедиях, постигших их самих и их семьи. В фильме Джевер Ханым описывает процесс несправедливого пожизненного заключения уйгурского академика Ильхама Тохти по обвинению в сепаратизме в 2014 году. Политика жестокости Китая фиксируется по заявлениям десятков уйгуров, которые лично подвергались преследованиям. 7 ноября 2023 года на Генеральной Ассамблее Великого Национального Собрания Турции группой «Блаженство. Будущее» было внесено предложение об изучении ассимиляции уйгурских турок. Однако предложение отправить наблюдателя в Восточный Туркестан для изучения ассимиляции на месте было отклонено голосами партии «Справедливости и развития» и националистической партии «Харакет». Говоря на эту тему, председатель группы партии «Блаженство. Будущее» заявил: «Мы предложили туркам-уйгурам поехать в Китай, и они снова отказались. Вы, как председатель парламента, можете делать то, что делает парламент Японии, и сообщать миру о том, что делает Китай. Я обращаюсь к 6 партийным группам. Давайте сформируем делегацию, в которую войдут по 2 человека от каждой группы, а также партии, у которых нет группы, и встретимся с правительством Китая». Джан Хун Ли, бывший заместитель председателя правления Промышленного и коммерческого банка Китая, одного из крупнейших коммерческих банков, контролируемых китайским режимом, был привлечен к расследованию по подозрению в коррупции. В этом году, 7 февраля, было начато расследование в отношении бывшего председателя правления банка Джишан Шинринкана, в 31 марта в отношении бывшего председателя правления банка Китая Лю Лянги, а 13 мая в отношении бывшего заместителя председателя правления банка Миншен Шинбинсю. Отмечается, что высокопоставленные финансовые руководители в Китае неоднократно подвергались расследованиям по подозрению в серьезных нарушениях законов и партийной дисциплины. Продолжающийся спад цен производителей и спад потребительских цен в Китае вызвали опасения по поводу риска дефляции. Национальное статистическое управление Китая обнародовало данные за октябрь 2023 года о росте цен в стране. В октябре индекс потребительских цен снизился на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а индекс цен производителей снизился на 2,6%. Делегация во главе с заместителем председателя Центрального военного комитета Китая Кан Юся встретилась с президентом России Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу в рамках визита в столицу Москву. Наше взаимодействие с Китаем является конструктивным и серьезным фактором стабилизации международной обстановки, заявил Владимир Путин в ходе встречи. Подчеркнув, что между двумя странами также развиваются отношения в экономической сфере и торговле, Путин отметил, что сотрудничество в военно-технической сфере приобретает все большую ценность. Между Турцией и Китайской Народной Республикой был подписан меморандум о взаимопонимании по переводу и публикации классических произведений. Заместитель министра культуры и туризма Надир Аль-Паслан и заместитель главы Национального управления печати и телерадиовещания Коммунистической партии Китая Ван Ган подписали меморандум о взаимопонимании на церемонии, состоявшейся в министерстве. В своем выступлении Аль-Паслан заявил, что они стремятся поддержать культурное сотрудничество и повысить культурную осведомленность.